Одежда, обувь, кожаные изделия, табачная продукция, лекарственные препараты, духи и автомобильные шины. С конца 2020 года, перед тем, как попасть на прилавки магазинов, все эти товары, а также товары легкой промышленности, должны пройти процесс специальной маркировки. Делается это для того, чтобы, вбив штрих-код в специальное приложение на телефоне, любой потребитель мог узнать производителя, срок годности и другие данные о покупке. Это, по словам представителей Роспотребнадзора, значительно снизит продажу фальсифицированной продукции и обеспечит высокое качество товара. Изначально и самый главный, в общем-то, смысл введения этой специальной маркировки – это защита нашего потребительского рынка. Все мы знаем, что после того, как, скажем, в начале 90-х у нас рынки были очень бедные, товаров было мало, но потом предпринимательством занялись все подряд и начали завозиться товары. И в основном это были дешевые, низкокачественные товары из Китая, Турции, которые шьются неизвестно на каких фабриках. Конечно, товары дешевые, но по вопросам качества бывают большие вопросы. И сейчас у нас на рынках тоже реализуются такие товары. С начала года оборот немаркированных товаров легкой промышленности в России официально запрещен. Карается это вплоть до уголовного наказания. А согласно федеральному закону, до 2025 года маркировку распространят на ювелирную, пищевую, легковую и химическую и даже авиационную продукцию. Уже сейчас предпринимателям необходимо зарегистрироваться в системе под названием «Честный знак» и начать маркировать продукцию определенным штрих-кодом. Правда, вот ингушские предприниматели делают это с неохотой. Республика находится на последних местах во всероссийском рейтинге. Проблема серьезная. Ее поднимают на расширенном совещании в управлении Роспотребнадзора Ингушетии. Приглашены представители МВД, прокуратуры, министерств и сами предприниматели. Управление неоднократно проводились и семинары, и собирали и предприниматели, и все различные органы, структуры предупреждались уже, говорилось, что эта маркировка обязательна, но, к сожалению, на сегодняшний день регистрация в этой системе и работа с ним уже не так уж хорошо налажена на территории Республики Ингушетия. Проведение контрольно-надзорного мероприятия, почему до сих пор так массово мы не проводили эти контрольно-надзорные мероприятия, и следствие и не наказывали предпринимателей, мы уже знаем, да, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, действовали какие-то ограничения на проведение проверки, но сегодня, как известно, уже ситуация нормализуется, уже будут изданы нормативные акты, эти проверки уже будут почаще, уже интенсивнее будут проводиться. На совещании предпринимателям объясняют все удобства системы «Честный знак» и необходимость пройти процедуру регистрации. Чтобы зарегистрироваться, нужно иметь статус или ИП, или ООО. То есть дальше порядок, если кратко объяснить, порядок такой. К нам обращаются люди, мы выпускаем электронные подписи и производим регистрацию. Производим регистрацию в течение 10 дней. Сайт «Честного знака» отвечает всегда положительно. Регистрация произведена, и мы получаем коды. Те самые коды, маркировки. И все присваивается каждому наименованию, присваивается свой код. Маркировка товаров легкой промышленности призвана не только сократить объем нелегального оборота, но и повысить гарантию прав самих потребителей на приобретение качественного продукта. Практически до 90% всех аптек у нас уже перешли на эту систему маркировки специальной. И таким образом эта маркировка, она ставит заслон контрафактным товарам, товарам низкого качества. За отсутствие маркировки производителю грозит административная ответственность. Для индивидуальных предпринимателей штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Для юридического лица от 50 до 300 тысяч. Весь товар в таком случае конфискуется. По окончанию совещания представители Роспотребнадзора выступили с предложением создать межведомственную комиссию при Министерстве промышленности и цифрового развития Ингушетии, в которую войдут представители прокуратуры, МВД, налоговой службы и Роспотребнадзора региона, чтобы в дальнейшем проводить совместные мониторинги. Предложение находится на стадии рассмотрения. Амина Бокова, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.